Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. Мы продолжаем рассказывать вам о ярких событиях в столетней истории ТССР. Итак, 18 марта. В 1956 году в этот день указом Президиума Верховного Совета РСФСР Татарскому театру оперы и балета было присвоено имя Мусы Джалиля. Спустя годы он станет местом проведения крупных международных фестивалей. 18 марта 1982 года умер маршал Советского Союза Василий Чуйков. Он вошел в историю как один из самых талантливых полководцев. Ему была доверена оборона Сталинграда. В Казани его именем названа одна из улиц Новосавиновского района. А в 2000 году в город своей юности Казань приехал баллотирующийся в президенты страны режиссер Станислав Говорухин. Это то, чем день запомнился в истории, ну а мы возвращаемся в наши дни. Запаса продуктов хватит на всю республику. Гречка, рис, сахар. Это все отправляется в магазин. Муку, рис и даже тонну гречки нашла Вероника Гайнутдинова. Продезинфицировать, помыть, проветрить и не только. В нашу швейную фабрику заказали такие уже многоразовые маски. Какие меры безопасности принимаются сегодня в общепитах Казани, увидела Зарина Ахметова. Не заправиться коронавирусом. Все-таки бензин она вся, как говорится. Бензин она убивает же все подряд, микробы убивает. Что делают на татарстанских автозаправках для того, чтобы вирус не распространялся, знает Сергей Хайдаров. Было пусто, станет густо. Машин негде стоять, во-первых, а детской площадки нет. Какие придомовые территории республики попали в список ремонтируемых по программе «Наш двор», узнал Рамиль Шайдуллин. Число заболевших коронавирусом в России возросло до 147 человек за сутки. В стране 33 новых случая. Напомним, одного из заболевших накануне зарегистрировали в Казани. Это гражданин Франции. Число зараженных в мире за день выросло еще на 20 тысяч. Сейчас 204 тысячи подтвержденных диагнозов. За актуальной информацией с ситуацией с коронавирусом в России и мире можно следить на портале stopcoronavirus.rf. Его запустило правительство России. Боясь вынужденного карантина или же на волне общего ажиотажа, татарстанцы стали скупать продукты первой необходимости. Крупы, макароны, сахар, соль и даже туалетная бумага. Продавцы всех торговых точек говорят о повышенном спросе. Тем временем никакого повода для ажиотажа нет. На складах тонны необходимых продуктов. Чтобы в этом убедиться, Вероника Гайнутдинова сегодня отправилась в распределительный центр. Идет комплектация на магазин, как раз-таки категории товаров, которых, в принципе, сейчас пользуются особой популярностью. Работа кипит здесь, как перед новогодними праздниками. В распределительном центре загрузка товаров не останавливается ни на секунду. Все, чтобы быстрее доставить товар на полки магазинов. На утренний отчет было фактически только гречки, 79 тонн хранения запаса. То есть это не сопоставимо с тем, что еще пополняется РЦ, и физически этого хватит. Уже имеющегося объема хватает на 15-20 дней. В период данного ажиотажа, в том числе и консервы, и консервация, она тоже подвержена тому, что ее вымывают с полки. К топ-продуктам, гречке, рису, макаронам, ритейлеры говорят, добавились и консервы. Повышенный спрос есть. Уходит быстро то, что долго пролежит. Но есть чем пополнять. Все, как мы видим, в достатке. Отсюда товар отправляют на прилавки 700 магазинов Татарстана. Только 250 из них в Казани. Продукты рассчитаны даже на ближайшие регионы, говорят в центре. Цифры внушающие. Прямо сейчас на складе 30 миллионов килограммов продуктов, а привозят их круглосуточно. 16 тонн риса привезли в распределительный центр только в эти минуты. Это всего лишь одна фура. И таких машин в сутки сюда приезжает около 200. Поэтому повода для такого ажиотажа нет, уверены специалисты. А дефицит на полках создают сами покупатели. Утро заказчиков наших теперь начинается с того, что они вручную корректируют по итогам предыдущего дня поступление в магазины. Мы с учетом того, какой был вчера спрос, тоже вручную корректируем по самым топовым товарам. Поэтому беспокоиться не нужно, уверяют ритейлеры. Гречки и риса хватит на всех. Вероника Гайнутдинова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Зеленодольский район.
Будут штрафы за фейк. Депутаты Госдумы одобрили законопроект. Он вводит наказание за распространение недостоверной информации в сети. Штраф для физлиц от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных до 50 тысяч. Юрлица за фейк заплатят еще больше, до 1 миллиона. Лжесообщения, которые сеют панику и угрожают жизни граждан, будут блокировать. Ежедневно десятки, а то и сотни фейков разлетаются через мессенджеры. Вот последнее в связи с появлением коронавируса. По информации республиканского штаба. Сообщение о том, что в республике 245 заболевших – фейк. Предупреждение о распылении с вертолета антисептиков – фейк. В РКБ поступили больше больные коронавирусом – тоже фейк. Аудиозапись от медсестры, которая рассказывает, что в больнице якобы есть первые жертвы – фейк. Руководитель штаба Лейла Фазлеева заявила, хотелось бы найти тех, кто рассылает фейки о коронавирусе, и посмотреть им в глаза. В связи с повышенным спросом на ряд продуктов татарстанцы стали сообщать о повышении цен. Нет ли где сговора торговых сетей и необоснованного завышения намерены проверить в УБЭП? Об этом сегодня полицейские заявили на пресс-конференции. Я тоже не скажу, что там особо выросла цена. Мы проанализируем состояние, будем так говорить, наших крупных магазинов, которые этим занимаются. Посмотрим, если действительно такой факт есть, имеет место быть. Ну, наверное, мы обратим внимание и начнем действительно проверку. Чаще мыть, проветривать, дезинфицировать и не только. Роспотребнадзор выпустил специальные рекомендации для общепитов в связи с коронавирусом. Сейчас столовые и кафе столицы еще больше стали следить за чистотой помещений. Зарина Ахметова отправилась по заведениям города. Градусник в подмышку, только потом к обязанностям. Так, теперь начинается день работников одного из кафе Казани. Сотрудник здоров, можно пускать на кухню. Здесь за чистотой на рабочем месте наблюдает сушеф. Пока один готовит, другой обрабатывает столы. На рабочем месте уже непосредственно мы одеваем все защиты, соответственно, перчатки, моем руки, антисептиком проверяем. Естественно, после любой обработки на рабочей поверхности расходим ник-2 раствором. Последний штрих для полноценной экипировки маски. Их заказали побольше. В продажах ее больше нет, поэтому сейчас нашли швейную фабрику, заказали такие уже многоразовые маски. И вот сейчас буквально через день, через два нам привозят уже целую партию. За чистотой следят не только на кухне, но и в зале. Теперь в столовых и кафе руки можно не только помыть с мылом, но и продезинфицировать. Плюс каждый час уборка. Сейчас обрабатывать поверхности стараются как можно чаще. Для этого используют специальное антибактериальное средство. Дезинфицируют все, начиная от столов, дверных ручек и даже выключателей. С сегодняшнего дня у нас кассиры начинают работать в перчатках. Раньше такого не было. Вот. Потому что это не Роспотребнадзор. Роспотребнадзор этого не просил, но это логично, потому что деньги – это достаточно грязная вещь. Кроме того, посуда и столовые приборы также должны обрабатываться и дезинфицироваться. Рекомендуется предприятиям с учетом данных ситуаций приобрести и посудомоечные машины. По словам представителей общепитов, на внутреннюю работу ситуация с вирусом повлияла несущественно. Требования к чистоте всегда были строгими. Пока постепенно вводят дополнительные меры безопасности. Вешивается бактерицидная лампа, она у нас есть одна, на непрерывного действия, то есть вот на эту квадратуру ее хватает. Мы будем устанавливать дополнительно. Вот. А так, в принципе, у нас строгий контроль, как я думаю, на любой точке общепита. А мы решили узнать у казанцев, не боятся ли они питаться в общественных местах. Нет, не боимся. Не было такого страха, но стал нарастать. Нет, не боюсь. Вирус не повод отказываться от обеда в столовой, говорят владельцы заведений. Зато повод вести дополнительные акции. Уже скоро в меню одного из кафе столицы появится иммунный чай и аскорбинки на десерт. Зарина Ахметова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Горячая линия по коронавирусу в республике работает круглосуточно. Если вы приехали из поездки, необходимо сообщить о месте и датах пребывания и возвращения. По вопросам профилактики гриппа, ОРВИ и коронавируса также можно обратиться по телефону в Минздрав республики. И в связи с возросшим количеством звонков на горячей линии открыт дополнительный многоканальный телефон 8 800 222 59 00. Закон о сдерживании цен на лекарства не позволит спекулянтам наживаться на страхах людей. Как это будет работать, читайте в интернет-газете «Реальное время».
Школьные каникулы в республике продлятся до 31 марта. Пока. Решение об их продлении будет принимать Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом. Об этом сегодня рассказал министр образования. Как разъяснил Рафис Бурганов, если продление каникул потребуется, то дети будут обучаться дистанционно. До начала апреля учителя смогут подготовиться к такому формату. При этом родители детей начальных классов смогут оставлять их в школах при необходимости. С завтрашнего дня уже в школах никого по факту не будет. Хотя сам процесс, я имею в виду в разных муниципалитетах по-разному, сам процесс еще до конца недели может идти. Единственное, наверное, какие-то сложности возникнут у тех, кто в досрочный период хотел ЕГЭ сдать, но по ним тоже Анзор Ахмедович сказал, что персонально будем решение принимать. В Татарстане из-за угрозы коронавируса закрыты государственные театры, музеи, цирки и кинотеатры. Такое распоряжение приняло Министерство культуры России. Ограничения вводятся до 15 апреля. К примеру, нельзя будет посетить музей-заповедник Казанского Кремля. Вне зависимости от числа зрителей вводится временный запрет на проведение спектаклей, музыкальных концертов, цирковых представлений. Это обязательно для подведомств учреждений Министерства культуры. В качестве рекомендаций нами подготовлены письма также в муниципальное образование и в коммерческий сектор. То есть это частные театры, частные кинотеатры. Дезинфицировать заправочные пистолеты каждый час, выдавать водителям перчатки, а самим минимизировать контакт с клиентами. Такие рекомендации получили АЗС республики. Через одну заправку в день проходят сотни, а то и тысячи автолюбителей. Не боятся ли они заправиться вирусом, узнал Сергей Хайдаров. Коронавирус просто обожает контакты между людьми. Именно так он и передается. Поэтому автозаправки – это одно из тех мест, где тоже можно подцепить вирус. На некоторых из них работает самообслуживание, поэтому вот такие пистолеты за сутки трогают сотни автолюбителей. Нет, не страшно. Минахмед Исмагилов ничего не боится. Какой вирус? Здесь все стерильно, говорит он. Все-таки бензин она вся. Как говорится, бензин она убивает же все подряд, микробы убивает. Мы заехали в несколько заправок и заметили, что среди автолюбителей не только нет коронапаники. Напротив, они спокойно берут пистолет. У кого свои методы защиты, а кто надеется на авось. Салфетки с собой возите? Приезжаешь, чтобы заправиться. Бывает, да, перчатки вот выдают. Больше шансов где-нибудь в городе, в торговых центрах подцепить что-нибудь, чем на заправке. Антисептики и все, почаще стал пользоваться. Сейчас в Татарстане зарегистрированы более 1 миллиона 280 тысяч автомобилей. Заботиться о здоровье их владельцев на АЗС начали уже сейчас. С рекомендацией усилить меры предосторожности. К заправочным станциям обратилась Ассоциация нефтепродуктообеспечения Татарстана. Есть и приказ внутренний у нас, и по офису тоже есть приказ. Перчатки, которые можно надеть и заправляться. Пистолеты мы протираем каждые 2 часа. Выходим каждый час и обрабатываем. Теперь эта процедура должна стать стандартной для многих АЗС. Обработка пистолетов, минимум контактов с клиентами, в санузлах антисептики. В некоторых АЗС можно получить и перчатки. Перчатки предусмотрены, но, так сказать, если у нас в стране их недостаточно, мы по мере возможности стараемся их закупать. Подумать о своем здоровье стоит и самим автолюбителям. Не во всех АЗС есть в наличии одноразовые перчатки, поэтому по возможности нужно иметь их при себе. Сергей Хайдаров, Марат Зайдуллин, ТНВ «Казань». О непростой ситуации с коронавирусом сегодня говорили и на селекторном совещании в Москве с участием председателя Госсовета Татарстана, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Фарида Мухаммедшина. Заседание прошло под руководством Андрея Турчака. Фарид Мухаммедшин отметил, что в каждом регионе на базе общественных приемных будет создана сеть взаимопомощи. Нужно создать все условия для пожилых, входящих в группу риска. Мы отменили практически абсолютное большинство запланированных крупных мероприятий с участием большого количества людей. Отложили, я так скажу. Мы перенесли. И вот вчера Рустам Нургалевич тоже был на заседании правительства Москвы. Вечером проинформировали друг друга. Надо осторожным быть. Уберегите себя, членов семей, чтобы эта зараза к нам сюда не пришла, а мы как-то себя уберегли от нее. Также в рамках рабочей поездки в Москву Фарид Мухаммедшин вручил орден за заслуги перед Республикой Татарстан Лилии Лобовой, заведующей организационным отделом полпреда Республики в России. Соответствующий указ подписал Рустам Минниханов. Вы смотрите новости Татарстана. Вот о чем далее.
Было пусто, станет густо. Машин негде ставить, во-первых, а детской площадки нет. Какие придомовые территории республики попали в список ремонтируемых по программе «Наш двор», узнал Рамиль Шайдуллин. Сезон охоты не за горами. Кто-то отдохнуть выходит, кто-то за дичью выходит. Когда любители пернатой дичи смогут отправиться на весеннюю охоту, расскажет Рамиль Галиуллин. Владимир Путин подписал указ о проведении всенародного голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля. При этом процедура состоится в эту дату, если позволит ситуация с коронавирусом. Как отметил президент страны, цитата, «потому что при всей важности изменений в основном законе страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан». Мы поинтересовались у татарстанцев, пойдут ли они на голосование, и спросили экспертов, что они думают о предложенных поправках. Вы пойдете на голосование по Конституции? Обязательно пойду, я же законопослушный гражданин. Ну как же, ответственность гражданская должна быть у людей. Надо сходить. Ну, постараемся. Что-то одобряете вы? Ну, одобряю. Одобряю прежде всего то, что связано с улучшением жизни людей, защитой их социальных гарантий. Конечно, надо менять уже. Сколько лет не меняли. Не особо смотрю на это, поэтому мне как-то все равно. Нужны изменения уже Конституции давнишней, 91-го года. Почему нужно отдать свой голос? Чтобы что-то изменить. От этого зависит будущее наше. Вы пойдете отдавать свой голос? Конечно. А почему нужно отдать свой голос? Ну как, мы же в этой стране живем. Предложения носят консолидирующий характер, направленные на развитие. Ведь мы прекрасно знаем, с какими проблемами сегодня сталкиваются люди. Это бедность определенной категории населения, это проблемы многодетных семей, это проблемы сохранения национальных языков. Поправки, которые вносятся в Конституцию Российской Федерации, прежде всего усиливают социальную роль. Посмотрите, звучит новая поправка в новой статье о том, что Российская Федерация уважает труд. И, соответственно, совершенно иные отношения в отношении социального партнерства, где написано, что Российская Федерация, правительство Российской Федерации гарантирует решение вопроса в рамках социального партнерства. Пространство Казанского ТЮЗа после реорганизации станет многофункциональным и будет легко трансформироваться. Об этом сегодня рассказали Рустаму Минниханову. Напомним, что в декабре 2017 года президенту представили концепцию развития внутреннего дворика и его использования для проведения театральных мероприятий. Среди основных идей – игровое взаимодействие с детьми. Сейчас разработаны несколько вариантов фасадов зданий ТЮЗа, предусмотрено появление наземной и подземной парковок. 79 миллионов рублей в этом году пойдет на ямочный ремонт казанских дорог. В Татарстан пришла ранняя весна, а с ней и большие ямы на дорогах, поэтому работы начались еще в феврале. 45 участков уже залатали литым асфальтом. Всего планируют отремонтировать 40 тысяч квадратных метров. Куда ведут эти дороги, узнала Вероника Гайнудинова. Сушат, обжигают, заливают. Казанские дороги начали латать литым асфальтобетоном. Он позволяет работать при низких температурах и закрывать ямы площадью до 5 квадратных метров. Это пока временная мера, чтобы уменьшить аварийность, говорят дорожники. После потепления в дело пойдет уже горячий асфальт. Вся работа ведется ночью. Задача не мешать водителям и не загружать дороги. Ямы ремонтируют как раз на самых оживленных улицах. Начали с Кировского района. Мы принимаем порядка 18 тонн литого асфальтобетона, то есть одной бригады. В данный момент трудится 3 бригады в черте города, и в смену мы принимаем порядка 48 тонн литого асфальтобетона в смену. Из-за жалоб водителей работу начали еще в феврале. Залатали пока 45 участков в Казани. Это Тецовская, Беломорская, Краснококшайская, Чуйково, под мостом Миллениум. Больше 6 тысяч квадратных метров. Особенно в поселках участки дорог, на которых надо проводить ямочный ремонт, но они пока еще не подсохли. То есть с обочин стекает снег, и нет никакого смысла, вернее, не то что смысла, а это будет напрасная трата бюджетных средств, если мы будем воду в лужи класть асфальт. Всего планируют залатать 40 тысяч квадратных метров дорожных ям. Это примерно 5 футбольных полей, где еще должен проехать дорожный каток. Подсказок ждут и от водителей. Мне кажется, везде после зимнего сезона. Везде есть выбоины, везде дороги плохие, кроме центральных. В проточке нужно сделать ремонт, там очень большие ямы. Просим.
На ремонт дорог Казани потратят 79 миллионов рублей. Дорожные работы продолжатся до осени. Вероника Гайнудинова, Руслан Хуснудинов, Ильшат Мухаметов, ТНВ. Казань. Уже известно, сколько будут делать, а скоро прояснится и как. Минстрой республики опубликовал список дворов, которые благоустроят в этом году. В первый этап республиканской программы «Наш двор» попало 1851 придомовое пространство. Выделят 17 миллиардов рублей. Совсем скоро будут опубликованы и эскизы проектов. Ну а пока Рамиль Шайдуллин узнал, чего ждут жители. Если дома все красиво, то уже на выходе картина не из приятных. Это дворы на Батаршина. В 10 минутах от центра Казани, как только сошел снег, наружу вышли все их недостатки. Зелени не хватает, конечно, вот здесь. Ну и дороги, главные дороги. Дороги вон плохие, да для детей что-нибудь сделать. Парковку бы расширили и детскую площадку что-нибудь сделать такого. Все. Те же проблемы и в Альметьевске. Во дворе по улице Советская даже детская площадка еще с советской эпохи. Уже разбирают, пусть хоть этот подремонтирует. Немножко обновить надо, конечно, что-нибудь поинтересней. Здесь нужен ремонт. Ремонт дорог. Хотя бы залатать ямы. То есть текущий ремонт 2 раза сделать. Поэтому не устраивает неудовлетворительное состояние двора. А в Челнах территории у дома хотели бы видеть более спортивный. Уж слишком типовой двор похож на остальные. Здесь можно беговую дорожку даже сделать. Жильцы об этом уже говорили, писали. Но мы хотим. Ждать осталось недолго. Все эти придомовые территории вошли в первый этап республиканской программы «Наш двор». Их среднее состояние такое, как здесь, на улице Батаршина. Разбитые дороги, заросшие территории и давно покореженные качели. Все это останется в прошлом. Помогли российские архитекторы. Именно они разрабатывают дизайн благоустройства. Урбанисты изучили дворы, а каждый татарстанец мог высказать свои пожелания. Получились уникальные проекты. Как эти план-схемы будут доработаны и согласованы с жителями, они будут, конечно же, опубликованы в свободном доступе. И, скорее всего, это будет на сайте Двортата. Уже есть точный список дворов, которые благоустроят в этом году. Их 1851. На работы потратят 17 миллиардов рублей. У нас всего по республике, как вы знаете, 9546 дворов и 6775 требуют ремонта. Первый год, как было поручение нашего президента, о том, что мы заходим изначально только в те дворы, в которых изначально к людям вообще никакого ремонта не было. На бездорожье постелят свежий асфальт, старые качели сменят на новые площадки и малые архитектурные формы. Какой он, современный двор республики, уже в этом году татарстанцы увидят прямо на выходе из дома. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Принесли весну на крыльях в нашу республику. Возвращаются птицы после зимовки. Сегодня татарстанцы могли наблюдать, как летят дикие гуси. Большой клин был замечен над Казанью. Ранняя весна внесла коррективы не только в птичий график, но и в график любителей пернатой дичи. Из-за теплой погоды Татарстан перенес сроки весенней охоты. Она начнется на неделю раньше, с 18 апреля. Это манок на гуся, приманиваем гуся, используем на гусиной охоте. На гусей и селезней с манком и чучелом. Хоть до старта еще месяц, но к весеннему сезону охоты Азат Хамидуллин готов основательно. За добычей ходит по всем правилам. Первые признаки весны уже видим, все, там гуси снятся, утки снятся. Разные приоритеты у разных охотников. Кто-то отдохнуть выходит, кто-то за дичью выходит. Если приоритеты охоты разные, то правил для всех одни. Ограничений целый список. Но от этого азарта у любителей не меньше. На дичь в Татарстане могут претендовать 5000 охотников. В пылу азарта охотникам не стоит забывать, что при себе они должны иметь 3 документа. Разрешение на добычу, на оружие и охотничий билет. Если все бумаги на руках, то сами любители не станут добычей инспекторов. В этом году взяться за стволы охотники смогут на неделю раньше, 18 апреля. Традиционно разрешают отстрел гусей, селезней, вальшнепов, серых ворон и глухарей. На последнего только в одном охотхозяйстве в Аксубайском районе. Причем идти за добычей можно только в строго отведенное время с 17:00 до 10:00 следующего дня. Существуют установленные нормы добычи охотничьих ресурсов. По гусю в день можно добыть не более 2 особей, селезни не более 3, вальшнепа не более 3. На серую ворону такая норма не установлена. Разрешение на охоту начнут выдаваться за 2 недели до старта сезона. Обратиться за заветным документом можно в любой офис МФЦ. Рамиль Галюлин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Зеленодольский район, Казань.
И в завершении выпуска мы вновь возвращаемся к главной теме последних дней — коронавирусу. Несмотря на пугающую статистику, особые меры предосторожности, россияне не теряют чувства юмора. В сети начали появляться шутливые ролики, и вот сегодня вспомнили Владимира Высоцкого. Очень вырос в целом мире грипповирус 3-4. Ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб. Сохранить здоровье, чтоб. Применяйте, люди, тирания. Выпуск продолжит информация о погоде. Всего вам доброго. В автоцентре «Марка» весенний сейл. Nissan с выгодой до 350 тысяч. Зимняя резина и 100 тысяч на сервис в подарок. Звоните 4 пятерки 3 единицы. В медцентре «Доктор Ост» самые грозные заболевания опорно-двигательного аппарата лечат так, как не умеют нигде. Забыть о боли в спине и суставах здесь помогают умные машины, способные заменить и лекарства, и протезы, и даже скальпель хирурга. Роботы значительно расширили возможности врачей. И вполне вероятно, наркоз, осложнения и постоперационная реабилитация теперь могут кануть в прошлое. Болевой синдром обычно уходит уже в течение первой процедуры. Всего за несколько сеансов можно справиться со сколиозами, с межпозвонковыми грыжами и протрузиями, артрозами и невралгиями, прежде требующими длительного и сложного лечения. Изменения в осанке, как правило, видны невооруженным глазом. На снимках МРТ также можно заметить, что искривленный отдел позвоночника приходит в норму. Новая технология в России представлена исключительно в медцентре «Доктор Ост» в Казани. Весной все непостоянно, а в «Марке» стабильность. Datsun от 392 400 рублей. 3 года обслуживания в подарок. Подробнее 4 пятерки 3 семерки. «Лада Веста» с автоматической трансмиссией за 440 рублей в день. Здравствуйте! В четверг в Татарстане пройдут дожди, температура станет ниже. Подробнее позже. Давно мечтаете о новой кухне? Хотите качественно? В срок, да еще и со скидкой 20%? Тогда звоните в Данил Мастер 2-167-166 или загляните на сайт danil-master.rf. По данным сервиса Яндекс.Погода, 19 марта на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево пройдут дожди. Температурный фон пойдет на спад. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге ожидаются дожди и около 4 градусов выше нуля. Жителей Агрыза, Менделеевска, Актаныша также ожидает пасмурная и сырая погода, местами мокрый снег. На северо-западе, в Варске, в Кукмаре, Балтасе атмосферный фронт принесет осадки и усиление ветра. Дневная температура +3. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном дожди, но будет теплее, чем в других районах, тут +6. Пасмурная погода с дождем и с порывистым ветром и в центральных районах республики. Дневная температура 5 градусов выше нуля. В последующие сутки в республике вероятность осадков будет небольшой, в Татарстан начнет поступать более холодный воздух. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза, без операций, с помощью передовых технологий. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. Гиделикс – капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. В четверг в Казани ожидается переменная облачность, пройдут дожди. Дневная температура +5. Ветер юго-западный, порывистый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 79%. В магнитном поле Земли. Спокойно.
Рижский хлеб – это хлеб с богатой историей и непревзойденным вкусом. Натуральное сырье, без использования дрожжей, смесей и улучшителей вкуса. Он уникален своей технологией, которая не меняется уже несколько столетий. Идеален для постного стола. Возьмем артезианскую воду, муку от лучших производителей из отборного зерна и смешаем со старинными секретами латвийских пекарей. Что получим? Рижский хлеб. Заварной хлеб ручной работы, без консервантов, дрожжей и масла. Идеален для постного стола. Рижский хлеб. Больше, чем просто хлеб. Спрашивайте в магазинах города.